Немецкие войска применяют артиллерию, но это не останавливает советских бойцов. Солдаты Красной Армии идут в атаку. Финальная рукопашная схватка, и противник полностью повержен. После реконструкции эмоции переполняют всех. Просто захватывающий дух, мощная энергия, которая распространяется на всю округу. Думаю, даже зрители это почувствовали. Такой масштабной реконструкцией завершилась дальневосточная смена в патриотическом лагере имени Федора Хлопкова под Ржевом. Второй год студенты из самого большого федерального округа приезжают сюда, чтобы окунуться в историю нашей страны, побывать в местах сражений. Как тебе вообще этот лагерь? Лагерь замечательный, интересные раскопки, мероприятия, особенно реконструкция, побывать в шкуре немцев — это то еще удовольствие, мягко говоря. Но в целом впечатления положительные. Но главное – это участие в поисковых работах останков солдат, чтобы можно было увековечить их память. Ребята обучаются начальным азам поисковой деятельности, где они узнают историю края, где они сейчас находятся, боевую историю данного края, после чего знакомятся с предметами поискового оборудования. В полевых условиях ребята отрабатывают навыки, после чего мы их выводим в лес для того, чтобы они ознакомились с кровопролитными местами проведения боев Великой Отечественной войны Ржевского. На этой земле здесь воевало много сибирских дивизий, в состав которых входили наши земляки с Дальнего Востока. И из Якутии, из Приморья, многие другие. Эта идея, которая появилась в прошлом году, она нашла отклик в дальневосточных регионах среди студенческой нашей молодежи. Каждый год поисковики со всей России приезжают именно сюда неспроста. Маленький провинциальный Ржев в Тверской области во время Великой Отечественной войны оказался стратегически важным местом. Здесь находился крупный транспортный узел, соединяющий центр страны с Прибалтикой. Также для немцев это был прекрасный плацдарм для новой наступательной операции на Москву. Немцы поняли, что Ржев – это узловой. На Волге они верхние берега заняли, а здесь вот по периметру были закопаны 150 танков. Была колючая проволока, местных жителей выгнали, чтобы они рыли траншеи противотанковые в 2 эшелона. Блиндажи у них были, доты, дзоты. Ржевско-Вяземский выступ. Немцы держали отчаянно. 2/3 группы армий «Центр» располагались на этом выступе. Это были, конечно, только немецкие соединения, очень много эсэсовских частей. И не в обиду защитникам Сталинграда, но там на стороне немцев воевали и итальянская армия, и румынская, и венгерская, тех, кого немцы за солдат не считали. Здесь только немцы. Каждый день в бой шли солдаты, здесь воевала вся страна. Это были жесточайшие бои и жесточайшие потери. Изучая историю, были указания вперед, вперед и вперед. Сегодня некоторые частные лица называют Ржевская битва, Ржевская мясорубка. А как же разговор идет, если о Ржевской битве 1 300 000 там погибших, 1 300 000, 1 400 000 погибших. Многие из этих солдат до сих пор покоятся в местных полях. Именно их останки стараются поднять поисковики. Очень волнительно. И когда ты соприкасаешься с памятью прямо на деле, когда ты участник того, что можно найти бойца, передать его близким, идентифицировать его, это очень ценно. Не каждому это удалось. Лично у меня есть такое, я вообще приехала в этом году с целью найти бойца, потому что в прошлом году мне не удалось этого сделать. Мы выезжали на места ожесточенных битв. Очень много гильз, снарядов, не разорвавшихся. Те кости, которые мы находили, они все потресканы. Из этого можно сделать вывод, что боец был взорван гранатой, вероятнее всего. И поднять целого бойца крайне тяжело. Плюс земля очень тяжелая и мокрая из-за дождей. Ну и щупом, такой прибор, которым можно прощупывать местность, очень тяжело работать. Поэтому в основном, опираясь на металлоискатель, мы пытаемся найти не только гильзы, но также находили оружие, его металлическая часть, знаки отличия, медальоны. И окапывая местность вокруг, мы уже находили кости бойца. И при удачном стечении обстоятельств мы могли, если не поднять его всего, то большую его часть. Первое ощущение — это, наверное, радость. Ощутить то, что специально ткнул щупом, нашел, тяжело. И также гордость за то, что именно тот человек, который нашел, по факту увековечивает память об этом солдате, откопав его.
Мы их выкапываем. Вот, составляется документация о местонахождении останков, число, месяц. Вот, и если есть личные вещи, то уже, как сказать, идентифицируется. За время проведения вахты памяти были подняты останки 2 красноармейцев. Единственное, что нашли фрагментами нижние части, потому что верхняя часть была сильно раздроблена, скорее всего, попадание снаряда. А при солдате была граната ручная РГД и были патроны. Сапоги тоже не были обнаружены, поэтому сделали выводы, что, скорее всего, это было по зиме 42-го года, так как сукно не остается, скорее всего, были в валенке. Дальше ребятами были обнаружены блиндажи, в которых были подняты печки, котелки, солдатская утварь, которая помогала переживать тяготы войны. Были найдены саперные лопатки, были найдены противогазы в большом количестве. Было найдено много ВОПов, взрывоопасных предметов, которые были огорожены и выдвинуты на передачу сотрудникам МЧС России. А в текущем году я почти каждый день был на протяжении смены. Я вижу, как появляются хорошие искры в глазах у участника лагеря, как появляется интерес. Был такой момент, я был здесь 8 июля, и Виктория отправляла на поиски. И вдруг поступила команда, одному из участников надо было остаться в лагере. Я видел, какое у него было напряжение, какое недовольство было о том, что ему надо остаться в лагере. Его отрывают от дела, за которое он приехал за поиском. На территории лагеря действует музей, пока в таком походном варианте, и здесь представлены именно те вещи, которые нашли сами ребята. Можно увидеть личные вещи солдат, фрагменты оружия, даже телефонные аппараты, и, кстати, понять, о чем думали бойцы, сидя в окопах. Вот, например, портсигар, на его задней стороне нарисован конь, собака, лес. Это явно воспоминание о доме. В этом году в лагерь приехали около 100 студентов из разных уголков Дальнего Востока. 15 из них – якутяне. Каждый кандидат перед тем, как попасть в смену, прошел отбор. В этом году мои ребята из моего института проходили отбор по написанию эссе. Что связывает меня с Великой Отечественной войной, с какими целями они сюда едут. Например, один студент Афанасий Кугасов, он сюда приехал, чтобы найти своего предка. Я искал своего прадедушку Кугасова Семена Афанасьевича. В парке Патриоте я его нашел. Там интерактив был такой. И фамилию, имя, отчество написал и там все вывел. И Кульбертинова, великого снайпера, я тоже искал. И все, всех нашел. Односельчане тоже прислали мне фамилию, имя, отчество. Я их всех тоже нашел и отправил. Задачу я выполнил. Эмоции, конечно, непередаваемы. Надо ощутить самому себе. Все ребята разделены на команды. В каждой из них студенты из разных регионов. Живут поисковики в палаточном городке. Наш отряд называется «Белки». Собственно, здесь мы можем наблюдать наш лагерь непосредственно, в котором проживает весь наш отряд. В палатке находится по 2 человека. И, соответственно, тут мы живем, спим и занимаемся всей нашей деятельностью, которая никак не связана непосредственно с рабочим процессом в виде реконструкции, поисковых работ и так далее. То есть все, что внутренняя кухня отряда, она вся творится вот в этой огороженной территории. Как тебе палатки? Палатки удобные, как бы все для удобства есть. Когда холодно, спальник выручает, когда жарко, спальник убирается, и условия более чем приятные. А чем еще занимаетесь здесь? Помимо поисковой деятельности, которая была изначально главной, вот сейчас у нас недавно прошла боевая реконструкция, помимо этого к нам регулярно проезжают лекторы, которые так или иначе прокачивают наши компетенции, soft skills и так далее. И помимо этого ездим на экскурсии в Бородино, например, и в другие значимые места для военной истории России. Да, у нас в этом году очень насыщенная культурная программа и обучение также. У нас каждый вечер практически проходили различные мероприятия, так как нас разделили на 4 команды. Вот все команды презентовали себя и выполняли определенные задачи, которые были поставлены. Также у нас были экскурсии. Мы ездили в Торжок, ездили в музей «Дорога памяти». И сегодня съездили к мемориалу неизвестного солдата. Да, это очень странное ощущение, когда идешь с опытным поисковиком, и он рассказывает, что тут были копы, там были... Тут видишь много гильз,
Мы были на экскурсии на Бородинском поле, и там смотришь, оно такое чистое, красивое, и даже невозможно представить, что когда-то там была война. Очень спокойная земля, как будто бы тут ничего не было. Как будто бы рай, ничего не беспокоит, очень легкая атмосфера. Спокойно, как будто бы ничего не было на самом деле. Да. А так очень гордо тут находиться. Моя мама очень рада, что я тут. Ребята нашли своих дедов, которые служили, вот фамилии висят там. Причем для этих ребят лагерь поисковиков – это не только погружение в историю страны, но и возможность пообщаться со сверстниками из разных регионов Дальнего Востока. А вообще на этой поляне что-то еще происходит у вас, интересно? На этой поляне мы обычно собираемся вечером, ставим тут костер и сидим у костра. Собственно, происходит обычная лагерная движуха, когда мы собираемся, рассказываем какие-то истории, делимся планами на завтра, ну и в целом рефлексируем, потому что произошло за тот или иной день. А ты что-нибудь узнал новое о Якутии? Есть такое. Во-первых, у меня тут каждый третий товарищ в этом лагере, не только в отряде, но и в целом, он прибыл из Якутии. Во-первых, у меня многократно увеличились познания якутского языка, но, тем не менее, очень много узнал про традиционную культуру Якутии, традиционные наряды, вообще промысел, чем в Якутии люди живут, и вот, ну, именно такие культурные важные вещи. Ну, за эти 2 недели же в дальневосточной смене ты, говорят, выучил несколько якутских слов, правда, нет? Правда. Скажи что-нибудь. Минтопта, махтал, ну там и так далее. Много других слов одиночных просто выучил и все. Как тебе якутский язык вообще? Почему ты решил выучить эти слова? С девушкой якутской гулял просто, вот и все. Надо было подучить пару слов, чтобы сказать, что ты красивая, вот я учил. Дальневосточная смена 2022 в лагере поисковиков имени Федора Охлопкова завершена. А следующим летом Ржевская земля снова будет ждать ребят из Якутии, Приморья, Сахалина, Бурятии, Камчатки, чтобы еще раз объединить молодые неравнодушные сердца. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Тверская область.